Жидандык и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Текст от автора читает ведущий научный сотрудник Огинского национального музея имени Гамбужап-Цыбикова Баир Дугаржапов. Заканчиваем первую главу, которая называлась «История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России». 14-я часть заканчивается строками: авторы публикации надеются, что их работа не оставит равнодушными знатоков вопроса и людей, интересующихся историей родного края и страны. Другие достойные исследователи продолжают работу и обнаружат немало интересных фактов и событий из знаменитого генеалогического древа Бадмаевых. Это были последние строки первой главы. Переходим ко второй главе, которая называется «Родственники Петра Бадмаева среди нас». Часть 15. Итак, вышло много интересных книг, статей и монографий, посвященных жизни и деятельности Петра Александровича Бадмаева, основоположника тибетской медицины в России. В том числе и материалы, представленные авторами Гусевым и Кузьминым. Мы дополняем современную историографию новыми сведениями о людях, которые являются непосредственно близкими родственниками Петра Бадмаева. Соответственно, часть информации уже была опубликована в 2 номерах журнала «Байкал» за 2013 год и в книге «Славлю тебя и горжусь мой Таптанай» в 2016 году. В дальнейшем мы продолжали исследовательскую работу по глубинному изучению родословной знаменитой семьи Бадмаевых из Таптаная. При этом рассмотрена ценная информация старожилов сел Забайкальского края Таптаная, Огинского, Дульдурги и жителей Монголии, которая проливает свет на историю поколений семей родственных Бадмаевых. Сегодня мы представили результаты своих изысканий на обсуждение многочисленных читателей Огинского, Бурятского округа Забайкальского края, Республики Бурятия и всем людям, интересующимся данным вопросом. Необходимо добавить, что у бурят фамилия семьи сына продолжается от имени отца. В 2020 году дочь Батацирена Базарона, а кто такой Базарон Батацирен? Это учитель Таптанайской школы и один из первых комсомольцев Таптаная. Так вот, его дочь прочитала наши материалы и отметила: у нас подобный материал имеется, который свидетельствует о том, что мой отец был приемным сыном, а также у нас были таптанайские буряты, которые ныне живут в Монголии. Однако свой материал дать не могу, но вы все равно правильно пишете. Имеющиеся сведения я передала своему родственнику. Интересный материал предоставил сын Тудуповой Далгар Цыбенов Батумунко из Таптаная. Тудупова родилась от дочери Тансухан Бадмы, которую звали Демид. Была замужем за Цыреновым Тудупом. Они проживали в местности Усть-Хондай. А в последующие годы работали в колхозе имени Ленина и имени Калинина Таптанайского сельского совета. Так, на территории современных поселений Таптанай, Узон и Алханай Забайкальского края проживала семья Дансухан Бадмы, которая принадлежала к барон-хоацайскому роду. Центральная усадьба находилась в районе станции Дарасун. На эту территорию пришли буряты, выходцы из Тугнуйской долины современной Бурятии. Надо полагать, что земли оттуда до Дульдурги и до Кыры были освоены бурятами барон-хоацайского, а также других родов Огинской степной думы. Хотя, по данным старожилов,
семья Бадмы сначала была небогатая, но на новых землях они значительно улучшили свое благосостояние, занимая обширные территории и имея каждый год хорошее пополнение домашнего скота. Безусловно, семья постоянно кочевала со своим скотом, постепенно расширяя плодородные пастбища. По нашим архивным исследованиям можно сделать вывод, что нынешние буряты Дульдургинского района Забайкальского края занимали местность от станции Дарасун до района Кыра. Руководил этой территорией глава, представлявший Алханайского булучного старосту Агинской Нарочинской волости Читинского уезда Д. Циренов, который с трудом собирал налоги в 1913 и 17 годах. В дальнейшем Алханайским булучным старостой стал некто Базаров. Руководство дореволюционной Забайкальской области постоянно подвергало Циренова и Базарова критике за неудовлетворительные показатели. Однако старосты просили и даже предлагали Забайкальскому областному управлению разделить веренную огромную территорию на 2 или 3 участка. Циренов отмечал, что буряты периодически кочуют на сопредельную территорию Монголии со своим скотом и, соответственно, не платят налоги ни в России, ни в Монголии. При этом монгольское территориальное руководство тоже не раз обращалось через Кяхтинскую таможню в Забайкальское областное управление, расположенное в городе Чите, с запросами об уплате положенных налогов. Исторический ход событий первой четверти 20-го столетия привел к революционным изменениям в России и далее в самой Монголии. Так, многие буряты Дульдургинского района и других местностей остались в пределах соседней Монголии. Надо отметить, что и сегодня имеется поселение Новый Алханай, Цишин-Алханай в Монголии. В июне 1974 года родственница Бадмаевых Долгар Базаржаповна Базаржапова составила генеалогическое древо семьи Бадмаевых, об этом мы писали выше. Сама она была замужем за Линхваином Ладоном. Она ездила в Мухоршибирский район Бурятии, чтобы провести родственные исследования Бадмаевых на территории Тугнуйской долины. По ее данным, первым сыном Дансулхан Бадмы был Сультим, а по другим источникам – Жимбы. По нашим архивным исследованиям, в семье Дансулхан Бадмы было 14 детей, 7 сыновей и 7 дочерей. Первой жены детей у Дансулхан Бадмы не было, и поэтому сына Жимба усыновили из семьи Хижиктуева Дымбрыла из Зуткулея. Таким образом, очевидным становится, что первым сыном Бадмы все же является Жимба. Тут еще указано в скобках Джигмит. Дансулхан Бадма женился во 2-й раз. Женою стала Пагма Монтуханова. Интересно, что она была родной сестрой будущего профессора Гамбажапа Цыбикова из местности Урдага. В семье родились сыновья Сультим, будущий Александр Александрович Бадмаев, Анчик, и звали его Иванчик, Ампил, это уже Вампил, Будда, Дамдин и Жамсырын, будущий Петр Александрович Бадмаев. К сожалению, не указаны дочери семьи Бадмы, ведь тогда девочки практически не попадали в архивные сведения. Перепись населения касалась только лиц мужского пола. Но далее мы укажем имена некоторых дочерей, которые удалось обнаружить. Итак, первый сын Бадмаев Жимба имел своих детей Жимбеевых – Балдана, Дамдина и Пагму. У Жимбеева Дамдина была жена Тупчинова Сындыма. В семье родились дети Дамдиновых – Чимит Доржи 1905 года, Доржи 1906 года был, а умер в 1977 году. Шаводы, значит, его звали.
в простонародье. Дашинима 9 года рождения, 20 века, конечно. Жикжит или Жикжиджаб 910 года. Цириндаржа 914 года. Ринчин Авре годы жизни 918 и 1977 годы. На последней была отдана в дети в другую семью и в последующем стала Садбоевой Ринчин Авре. Ее приемный отец Тупчинов Ринчин Садба был родным братом ее матери Тупчиновой Циндымы. Став взрослой, Ринчин Авре вышла замуж и родила дочерей Даржи-ханду, Цирин-дулму, а также сына Болота. О семье Дамдиновых была представлена информация в книге «Славлю тебя и горжусь мой Таптанай». Дамдинов Чимит-Даржи, первый сын Дамдина, 1905 и родился в 5 году, умер в 50 году. Был женат на Балдановой Цепелме, родилась в 5 году, умерла в 85 году. Он работал учителем школ Агинского округа. У них воспитывалась дочь Чимит-Даржиева Евгения, 30 года рождения. Она вышла замуж за Дандакова Даши, 1924 года рождения. У них родились дети Солбан Чимит-Даржиев, 52 года рождения, Сокта Дашиев, 54 года рождения, Цисигма Дашиева, 1955 года, Соел Дашиев, 1957 года, Талын Немаев, 1963 года, Цида Дандаков, 1965 года рождения и Дамдинов Дашинима, 1909 года. Это внук Бадмаева Жимбе, первый сын Дансухан Бадмы, который был отдан в дети сестре матери, проживавшей в селе Урдага. Так он стал Дабаевым Дашинимой, является участником Великой Отечественной войны, трудился в колхозе «Мир», это Сахюрта, Агинско-Бурятского округа. Его дети Бальжин, Басагаде, Долгар, Гармажаб, Тарима и Баир. Дамдинов Дорже, в простонародье Шавуаде, 1906 года, год смерти 1977 год, старший брат Дашинимы. Он был женат на Раднабазаровой Дулме. Ее отцом был известный Дугаров Раднабазар. Дамдинов Дорже прошел огненные версты Великой Отечественной войны. Дамдиновы воспитывали одну дочь, Дамдинову Долгар. Всю трудовую жизнь они провели в колхозе имени Калинина Таптанайского сельского совета. Долгар Дамдинова вышла замуж за Баира Долгировича Аюшиева. Он жил и работал шофером в селе Узон, а Долгар работала в бухгалтерии колхоза. Она окончила Бурятский сельскохозяйственный институт. У них родились дети Дулма, Дугар, Бато и Дарима. Дамдинов Жикжит, или по-другому Жикжиджаб, 10 года рождения, имел сына Дамдинова Батамунко. Он работал учителем школ Агинского Бурятского округа. Цириндаржи, внук первого сына Жимбе, Бадмаева. Цириндаржи Дамдинов, год рождения 14 и год смерти 2001 год. Прославленный участник Великой Отечественной войны, он был награжден многими боевыми и трудовыми наградами, являлся кавалером 2 орденов славы. С супругой Намгар Дамдинжаповной, год ее жизни 19, год смерти тоже 2001, вырастили и поставили на ноги 13 детей. Это большое семейство, продолжает род и проживает в Таптанае. Следует заметить, что все 13 детей получили высшее образование. Дети Галсандаржи, Бальжит, Батар, Мария, Баир, Дулмажаб, Дондак, Цириндулма, Гуражаб, Дулма, Бато, Баирма и Гарма. Они встречают многочисленных близких и дальних родственников Бадмаевых, волей судьбы разбросанных по всему свету. Один из них,
Первый доктор медицинских наук, профессор, лауреат Гран-при Сороса и Государственной премии России Дондук Сурендерджиевич Дамдинов. Сейчас он успешно работает в Сибирском отделении Российской академии наук, заведует научно-исследовательской лабораторией в Новосибирске. Второй сын Тансухан Бадмы, Сультим, как известно, стал ламой, изучал методы тибетской медицины и владел ими. Он был приглашен в Санкт-Петербург, где работал военным лекарем и, приняв православную веру, стал Александром Александровичем Бадмаевым. Нами указывалось, что в Восточном Забайкалье в первой половине XIX века в Агинском ведомстве, ныне Забайкальский край, квалифицированная медицинская помощь для коренного населения еще не была системно организована. Государственная политика дореволюционного правительства не обходила вниманием решение этой важной проблемы. С этой целью Гылун Ламе Сультиму Бадмаеву из барунхуацайского рода было официально разрешено лечение только бурятского населения. По предписанию военного министра от 24 декабря 1861 года, тут номер указан 388, бывший лама бурят Восточной Сибири Александр, то есть Сультим Бадмаев, назначен в распоряжение военного губернатора Забайкальской области в качестве медицинского практика при бурятах Восточной Сибири, а во врачебном отношении поставлен под руководство медицинского инспектора области. За внимание к научному стремлению, к медицинским практическим познаниям награжден чином колледжского регистратора с выделением казенного жалования и присвоением формы одежды для военных врачей. На этом мы закончим 15-ю часть. Текст от автора читал ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Камбажап Цыбикова Баир Тугаржапов.